В оккупированном Крыму прошел ряд памятных мероприятий к годовщине депортации крымских татар 18 мая 1944-го. Ранее оккупационные власти запретили проведение любых мероприятий по чествованию жертв геноцида крымско-татарского народа. А подконтрольная Кремлю прокуратура полуострова объявила предупреждение членам Меджлиса и общественным деятелям в оккупированном Крыму. Их предостерегли от участия в массовых мероприятиях. Но крымские татары все же вышли почтить память своих предков. В Бахчисарае мемориал, к которому обычно возлагают цветы, утром заблокировала машина. Позже стало известно, что это автомобиль полиции, его отогнали. Также в Бахчисарае полиция задержала 5 машин, ехавших с крымско-татарскими флагами. Суд над задержанными состоится завтра в 14:00. Им грозит по 10 тысяч рублей штрафа. В Симферополе полицейские заблокировали проезд к мемориалу жертвам депортации, однако крымчане все же собрались и почтили память погибших в депортации. Из-за запрета полиции жителям Симферополя пришлось проводить молебен во дворе частного дома. Там же, в Симферополе, над площадью Ленина задержали за одиночный пикет Сервера Караметова, который вышел на улицу с крымско-татарским флагом. В Джанкое, несмотря на запрет, провели молитвы возле мемориального знака жертвам депортации. В Судаке люди также собрались на коллективную молитву. Перевод прямой речи. «Дай Аллах, у нас здесь будет свое государство. Мы не сломлены и не побеждены. И нас не сломать. У нас есть Меджлис, и он всегда будет». Я ничего не нарушил. Я ни одну статью Российской Федерации еще не нарушил. Я пришел со своей мамой-старушкой, вот смотрите. Вот, с ней помолиться. Которую в шкотском вагоне везли в свое время. Вы меня увидели и решили, что я тут что-то организовываю. Люди сами пришли. В Феодосии активистам пришлось отстаивать свое право почтить память погибших. Потому что обеденный перерыв. Траурное мероприятие удалось провести жителям села Октябрьское. Активисты во главе с организатором Эмилем Мустафаевым прошлись маршем по центральным улицам села к мемориалу жертвам депортации, где состоялась молитва. После завершения мероприятия к памятнику возложили цветы. Nasıl gülbeksin, gülbeksin, gülbeksin. Bundan 73 года назад, в 1944-м, 18 мая, крымско-татарский народ был поголовно депортирован со своей родины. Эта трагедия коснулась каждой семьи и оставила свой горький след. Пускай родилась десятки лет спустя, в моей крови стучит воспоминание и душит горло боль рассудок мой мутя. Я там, я среди них, начавших путь в изгнание. Ясин, вал Кур'анил Хаким. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Наша трагедия не закончилась. Она продолжается и сегодня. Наша борьба должна продолжиться. Пусть Аллах поможет достичь нам поставленной цели. Аминь.